Вопрос касается налоговой реформы. Индивидуальные предприниматели ведут свою деятельность в сфере розничной торговли. Платят налог по ставке 4%. Это упрощенная система налогообложения с дохода. Из-за снижения порога выручки до 20 миллионов рублей возникает уплата налога на добавленную стоимость. Увеличивается налоговая нагрузка. Что делать индивидуальным предпринимателям, чтобы выжить? Ну и есть как вариант это скрывать свои доходы. Очень важный, на мой взгляд, вопрос. Он связан вот как раз с налоговой реформой, в результате которой налогообложение на малый бизнес, оно на самом деле серьезно выросло. 60 миллионов его сейчас снизили до 20 миллионов предел. Так. Но ведь вначале хотели вообще сразу до 10. Сейчас переходный период, вот в этом году 20, в следующем году 15, и с 28 года уже должно быть 10 миллионов. Да, 10 миллионов это вообще микробизнес уже. Так, и обкладывать его НДСом, я считаю, что оно особо ни к чему хорошему не приведет. Это просто усиление администрирования, дополнительные затраты для бизнеса малого, который сегодня на самом деле столкнулся с проблемой не просто повышенных налогов, ведь главная проблема то, что спрос, он все-таки со стороны покупателей падает, и это тоже не секрет, да, это вот и высокие процентные ставки Центрального банка, которые хотя вроде бы как снизились до 14, но я считаю, что это далеко не та ставка, которая сегодня должна быть. И, безусловно, сегодня малый бизнес испытывает колоссальное давление. Теоретически могут быть проблемы в целом для экономики, в первую очередь муниципалитетов. Бизнес может уйти просто в тень. У нас, кстати говоря, сейчас в республике наблюдается такое значительное увеличение количества предприятий малого бизнеса. Да, но я больше боюсь, что это дробление бизнеса. Когда люди дробят бизнес для того, чтобы уйти из-под НДС, чтобы на НДС не попадать. Для экономики-то плюса от этого никакого нет. Поэтому здесь я в первую очередь обращаюсь к главам муниципальных образований, муниципальных районов, городских наших округов, поселков, городов, что не на словах, а на деле вот в это непростое время надо бизнес поддерживать, малый бизнес. 135 тысяч человек у нас трудятся в малом бизнесе. И любые серьезные проблемы в малом бизнесе, они, конечно же, скажутся в целом и не только на экономике, но в целом на состоянии всей республики. Мы этих людей должны поддерживать, помогать в это, еще раз говорю, непростое время. Спасибо.